И снова здравствуйте, и снова с вами я, Хадижат Мавлатова, бренд-шеф ресторана Гриль Хаус. Сегодня мы приготовим с вами говяжью вырезку с картофельными котлетами. Это будет все подаваться соусом демиглас. Демиглас – это такой соус, который готовится из обжаренных костей. Но этот соус очень долго готовится. В ресторанах мы его готовим 48 часов. Но дома так возиться вы не будете. Поэтому я расскажу о таком же соусе, который продается в ведерках, пакетиках. В магазинах можно купить именно демиглас в виде порошка. А этот порошок просто нужно смешать с водой, а также можно добавить к нему сливки, кто как любит. Но мы сегодня сделаем без сливок. Кто любит понежнее, можно и сливки добавить. Замешиваем в демиглас воду и будем его варить. Не варить, а просто довести до кипения и выключим. Именно количество порошка можете варьировать по своему вкусу. Кто-то любит понасыщеннее, кто-то любит менее выраженный вкус. При остывании этот соус имеет привычку густеть, поэтому смотрите, не переварите. Но если даже переварили, можно добавить воду и разбавить. По мере нагревания соус начинает темнеть. Мы довели его до кипения, он загустел. Мы его убираем в сторонку. И будем жарить наше мясо. Это у нас кусок рибая без кости, а это вырезка. Это мясо все равно обжарится при одинаковой температуре и времени. Хорошо, конечно, мясо солить после жарки, но оно остается сочнее, соки не выходят. Но вкус такой, как посолили перед жаркой, все равно не бывает. Поэтому я люблю мясо жарить уже соленое. Соль, перец. Растительное масло. И, конечно, кусок рибая, медальоны. Когда одна сторона прожарится, мы положим туда кусок сливочного масла. Так наши стейки станут намного вкуснее. Мясо любит сливочное масло. Пока жарится мясо, я расскажу, как мы готовили картофельные котлеты. Просто картофельное пюре, густое, без сливок, без молока, соль, перец, больше ничего не добавили. Добавили туда килограмм картофеля, пару яиц и сухари панировочные. И все, больше ничего тут нет. Они будут служить гарниром к нашему мясу. С одной стороны обжарилось наше мясо, просто переворачиваем на другую сторону. И добавляем кусок сливочного масла. Прям хорошие куски. Где-то на килограмм мяса я всегда использую 150 граммов сливочного масла.
Постепенно поливаем наши стейки, миньоны маслом сверху, чтобы они хорошо прям внутри пропитались. Также можно в масло для ароматизации масла можно добавить чеснок, можно тимьян, розмарин, то, что вы любите. Пока жарится наше мясо, подготовим овощи. Это просто помидор, острый перец чили и кинза. Если у вас есть дома какие-то готовые соусы, можно добавлять соусы к овощам, можно просто масло добавить, кому как. Все, мясо наше готово, достаем его и в этом же масле обжарим наши котлеты. После жарки мясо должно немного отдохнуть. Если сразу режете мясо, все соки, они собираются посередине и они вытекают. Поэтому лучше 5 минут переждать. Добавляем кинзу к нашему салату. Кинзу хорошо оторвать лепесточки, но я люблю и стебли тоже. Они намного сочнее и ароматнее лепестков. Перец, соль и оливковое масло. Хотя мы соус, наш гарнир и мясо готовили на одной плите, в одной сковородке, на все это у нас ушло максимум 10-12 минут, так как вырезка очень быстро готовится. Все, блюдо наше готово, будем сервировать. Котлета. Кусочек мяса. Наш соус демиглас, видите, как он загустел. Поливаем все это демигласом. И нашим салатом. Все. Буквально за 15 минут мы приготовили изысканное блюдо, как в ресторане. Так что будьте с нами, живите вкусно на телеканале ГТРК Вайнах.